Когда кто-то спросил владыки, кто его заменит, а владыка говорит, как вы думаете, разве можно заменить человека, который был все и для всех? Это мой друг, мой брат, это продолжение меня самого. Мы должны это сохранить, запомнить, рассказать другим людям. Он большой, он гораздо больше, чем он был физически. Его было много, от него было светло. Отец Мефодий был живым примером того, как можно любить ближнего, знакомого и незнакомого. Александр Македонский покорил мир мечом, а отец Мефодий – любовью. Батюшка, как вообще можно всех любить? На что он мне говорит, любить людей – это очень просто. У него был свой неподражаемый стиль. Это был великий человек и потрясающий друг. Он действительно спускался за мной в ад. С каждой моей исповеди, потому что я видел его слезы. Хочется с ним все время пребывать, разговаривать и видеть его радостный лик, его лицо светлое. Когда мне позвонили и сказали, что не стало отца Мефодия, я, наверное, проплакал полдня. Чтобы приобрести человека, нужно отдать самого себя. Это закон. В этом мире так получается, что надо быть на кресте, чтобы жить по совести. Монах уходит из мира, а мир идет за монахом. Таким монахом и был как раз отец Мефодий, за которым шел мир. Когда он в предпоследний раз был в Македонии, моя супруга была беременна. Врачи сказали, что будет мальчик. Мы размышляли, какое имя дать сыну, и решили, что крестим его Мефодием, если батюшка благословит. Пришли в эту комнату, где он нас ждал, и уже готовились спросить его. Мы очень стеснялись. Но он сам показал на живот моей жены и сказал, «Это Мефодий?» Мы так удивились. «Как? Батюшка, вы знаете, что мы хотим крестить сына Мефодием?» А он говорит, «Я все знаю». Его путь начался здесь, в селе Блатец, недалеко от города Винница, на востоке Македонии. Храм святого пророка Ильи был построен в 1850 году, никогда не закрывался. Дедушка Петр был здесь старостой. Инженер-строитель по профессии и подвижник по духу, он возвел в Македонии 2 храма. Был человеком глубоко верующим, настоящим молитвенником. Дедушка Петров, дед архимандрита, трудился в храме чтецом, был казначеем. Собирал деньги с еще одним дедушкой, вел им учет, на что потратить, что сделать для храма. Так он работал много лет до самой старости. Много раз мы ходили к нему на Петров день, на Петра и Павла, и целыми днями пели у него церковные песни. Это была очень благодатная семья. Под эти звуки, в этих древних стенах, начался и путь внука Петра. В храме со времен его создания хранится большое количество богослужебных книг, а также метрические книги венчавшихся, крестившихся и умерших, начиная с 1947 года и по сей день. В этом храме в 1961 году был крещен и наш любимейший отец Мефодий. Я могу вам показать метрическую книгу, в которой записано крещение. В этот протокол 26 февраля 1961 года священник Серафим Якимовский вписал нашего Венко. Венко Петров. Такое имя он получил при рождении. Рос в окружении храмов. Совсем недалеко от родного села монастырь великомученика Никиты. В 30-40-е годы, во время гонений на служителей церкви в России, он стал пристанищем для 70 валаамских монахов. Сохранилась могила одного из них.
отца Панкратия, который упокоился здесь в 49-м. Оглядываясь назад, кажется, что знаки, предзнаменования были всюду. Местная старица как-то обмолвилась, что Венка будет помогать некому Панкратию. Но никто не понимал, что это значит. Обычный македонский мальчик, младший сын. Его отец Кирилл был строителем. Он сам построил дом в Скопье для своей большой семьи. Внизу жили мои бабушка и дедушка, родители отца Мефодия, Кирилл и Слободка. Там мой брат Здравко с семьей, а здесь я со своим семейством, моя мама и папа, уже почившие. Эту комнату мы сделали для отца Мефодия. Теперь это памятное место, маленький музей. Мы благодарны Валааму за то, что отдали нам кое-что из облачения и некоторые вещи нашего любимого батюшки. Племянник Кирилл Петров хорошо помнит, каким светом наполнялся этот дом, когда приезжал отец Мефодий. И в детстве было точно так же. Когда мы были маленькими, отец Мефодий проводил с нами много времени. Катал на машине, покупал мороженое. Каждый день готовил нам завтрак, яичницу-глазунью. Он ее очень любил. А на ужин блины. Наша бабушка Слободка, мы звали ее Бодка, много шила для нас, для отца Мефодия, даже шила для храмов. Она была портнихой, к ней приходило очень много людей. Она и воспитала отца Мефодия, потому что наш дедушка Кирилл часто уезжал работать за границу, где он только не был. Когда дедушка бывал дома, мы посещали с ним церковный хор. Этот храм недалеко. Он был здесь алтарником. Храм посвящен святому Науму, ученику Кирилла и Мефодия, который распространял православие в здешних краях. Сюда Венка приходил с семьей на воскресные и праздничные богослужения, не помышляя о том, что станет продолжателем дела тех, кто заложил в основании первый камень, и что именно ему предстоит принести последний кирпич в этот Божий дом. Этот храм известен как монастырь. Есть свидетельство, что в 20-е годы здесь жили монахи. Последним монахом монастыря был игумен Андрей Большанский, чья могила находится здесь. Строительство этого храма длилось достаточно долго и было завершено с огромнейшей помощью отца Мефодия Валаамского, который очень часто преподносил дары для храма, а также усилиями блаженного Стефана, архиепископа Охридского и Македонского. Когда я размышлял о ныне покойном архимандрите Мефодии, я думал о его боголюбии и человеколюбии, о том, откуда такие добродетели. Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но думаю, что семья, родители — самые главные учителя во всем, особенно в вере. В их доме большое внимание уделялось образованию, а быть образованным — это значит любить Бога и людей. Этому отец Мефодий научился от родителей Кирилла и Слободки, с которыми я имел возможность встречаться. И чаще всего это было в наших храмах. Матушка и отец старались дать сыну все, и он их не разочаровывал. В аттестатах Венка Петрова одни пятерки. Оказалось, что у мальчика настоящий дар к учебе. Он окончил архитектурно-строительный факультет в Скопье в 1984 году, мечтая стать, согласно семейной традиции, инженером. Отслужил в армии Югославии, частью которой тогда была Македония. Защиту Родины считал долгом. Планировал жениться и жить в Италии, по которой много путешествовал. Выучил итальянский, французский, английский, немецкий. Блестящий образованный полиглот. Байкер, всегда в окружении друзей. И всегда с гитарой. Очень запомнился такой момент, эпизод небольшой. Батюшка пришел к нам в Архандарик с гитарой. И он нам пел песни. Он пел свою любимую песню «Дом восходящего солнца» группы Animals. Выяснился такой интересный факт о батюшке. Оказывается, он был модником. Матушка Слободка, она была у него швеей. Шила всей семье. Батюшка был такой модник, он, значит, просил, чтобы матушка Слободка сшила ему
джинсы. В то время были модные джинсы клеш. И вот он говорит, вот здесь поуже, здесь пошире. И матушка говорит, ой, как тяжело достанется твоей жене. Ты такой капризный, и у тебя очень много запросов. Батюшка не женился, а впоследствии ушел в монастырь. Но батюшка всю жизнь помнил те голубые джинсы и красивую рубашку, которую сшила его мама, которую он очень любил. Жизнь перевернулась буквально в один день. И вроде бы по какой-то случайности. Дедушка Петр считал, что в каждом роду должен быть священник или монах. Он хотел, чтобы его молитвенное служение унаследовал старший внук. И собирался благословить его, когда настанет время. Один раз дед позвал старшего внука, брата отца Мефодия, и спросил его: «Внучок, ты сегодня вечером будешь дома?» Тот ему ответил: «Да, дедушка». Потом еще раз спрашивает: «Так ты будешь?» Внук опять подтвердил. И третий раз дед спрашивал его. Но не сдержал брат отца Мефодия свое слово. Вышел с друзьями что-то отпраздновать. А дома остался отец Мефодий. Вероятно, дед предчувствовал свою смерть, что покинет этот мир. И отец Мефодий позаботился о нем. Побрил, искупал, постриг ногти. И получил благословение уйти в монастырь. Оно досталось ему каким-то чудом. Свалилось сверху, словно там решили за него. Отказать деду Венка не мог. Слишком велика была любовь. В Македонии в те годы почти совсем не было монашества. Это означало, что из страны придется уехать. Помню, когда дедушка хотел сделать отдельное жилье, комнату для отца Мефодия, строил новую лестницу, чтобы он мог входить в свой дом. Тут ему сказал: «Папа, не надо этого делать, меня здесь не будет». А дедушка не слушал, продолжал работать. Это продолжалось, может быть, месяц. Он опять говорит: «Папа, я уеду». Отец все равно работает. И тогда батюшка собрал своих друзей и помог достроить ту часть нашего дома. На принятом решении он стоял твердо. Не колебался, хотя родителей известие потрясло. Отец благословил Венку. А вот матушка Слободка, хотя и человек огромной веры, выбор сына принять поначалу не могла. У семьи не было возможности дать ему денег на дорогу. Дома были кое-какие украшения, серебро и золото, и его отец обменял у ювелира на деньги, чтобы отдать сыну. Когда он выходил из дома, его мать шла за ним и плакала. Он вдруг вернулся, поклонился и сказал: «Мама, я больше не вернусь». Когда батюшка ушел в монастырь, мама очень оплакивала. И она молилась Богородице, говорила, что «Ну как же так, Матерь Божия, ты забрала моего любимого сыночка младшего». И в какой-то момент ей явилась Богородица и сказала: «Вот твой сынок у меня на ладони, у него все хорошо». И она после этого успокоилась. Батюшка не любила рассказывать об этом. Это он буквально совсем недавно так нам рассказал, что ему Матерь Божия явилась. Он очень любил Богородицу, всегда ей молился. И он рассказывал мне, что он при жизни она им являлась неоднократно. Взираючи, радуемся, пред нею на острове Валаме. Мольбы усердно молящихся исполняются. Не помню, уж вопрос я ему задал или нет. Ответ был очень удивительным. Он сказал: когда я недостоин обращаться к Господу, я всегда прошу Богородицу. Потому что Господь никогда не откажет Богородице. Мне Он может отказать. Богородице, маме Он своей никогда не сможет отказать. Услыши, пречистая, и нас, молящихся, утверди нас в вере и любви, и спроси мировый мир, и душам нашим велию мир. Венка Петров отправился на Святую Гору. Еще не зная, что вместо Афона судьба уготовила ему Северный Афон. По благословению святых отцов из Греции он поехал в Болгарию, чтобы искать пути попасть в Россию, не зная ни одного русского слова, полагаясь только на промысел Божий. Митрополит Лонгин учился на богословском факультете Софийского университета, когда произошла эта запоминающаяся встреча. Моя учеба подошла к концу, и в 1992 году я собирался возвращаться в Россию. Мы очень были в добрых, теплых отношениях с тогда еще викарием Софийской митрополии, впоследствии митрополитом Неврокопским Нафанаилом. И вот я пришел к нему буквально за день до отъезда попрощаться с ним. И у него там вот в приемной сидел парень какой-то. О, кстати,
сказал мне владыка. Вот тут из Македонии один парнишка, вот Венко называется, вот он хочет обязательно в Россию. Вот у него какое-то такое представление о том, что вот Россия – это то место, вот, куда ему надо попасть. Мы так поговорили с этим Венко, он был, если не ошибаюсь, байкером. Соответственно, так одет, вид у него был очень такой, вполне такой современный, не церковный, как в России у нас бы сказали. И владыка организовал билет, в русском посольстве дали визу ему, гостевую, естественно, туристическую. И мы с ним поехали на одном поезде вместе в Москву. А поскольку я был насельником Троицы Сергиевой Лавры, то я, естественно, его привез с собой в Лавру. Хочет человек пожить в монастыре, пусть живет. Дали ему место с трудниками, там где-то в каком-то полуподвале одного из корпусов Лавры. И определили его помощником к отцу Михею, лаврскому звонарю. Он, помимо того, что был звонарем Лавры, он был еще садовником. Иностранный гость оказался настоящим тружеником. Все лето в старом халате, с тачкой и лопатой. Высаживал цветы, учился звонить. К своему послушанию Венко относился с абсолютным восторгом. И, скорее всего, стал бы в будущем лаврским насельником, если бы не случай. Тогда, в 92-м, эконом Лавры, отец Панкратий, был назначен наместником Валаамского монастыря. Понимая, насколько трудно будет поднимать порушенную святыню, он подбирал себе помощника. Вот как-то Господь мне просто вот показал на батюшку. Тогда он еще был послушником и именовался по-другому, Венко, что так немножко для нас было непривычно. Но он как-то сразу меня покорил, потому что человек очень такой добрый, видно было, открытый, добрый, простой и послушный. А надо сказать, что послушников не так уж и много на самом деле. Уезжать куда-то в неустроенное место, только что где-то надо еще восстанавливать, да еще тем более человеку южному, конечно, я не сразу решился ему это предложить. Но когда я ему предложил, он неожиданно легко согласился. Я даже удивился и потом спрашивал его, почему ты так легко согласился? А он мне сказал, что у нас, говорит, был там, где я жил, недалеко от того места, значит, там был монастырь святого Никиты. И там был похоронен валаамский подвижник, старец, которого очень почитали местные жители, которые помнили о нем, вот, хранили такую добрую память. Валаамский старец Панкратий. И кроме того, еще какая-то старица тоже как-то ему предсказала, что ты будешь вот в России и будешь помогать Панкратию. То есть мое имя там звучало. И, видимо, он воспринял как волю Божию, как бы, и нисколько не сомневаясь, может быть, на карте, видя, что где-то почти Северный полюс, это македонцы, да, это Валаам. Путь оказался труден. На зимней Ладоге разыгрался шторм. Капитан решил рискнуть и отправиться в ужасную непогоду. И один борт начинал крениться уже. И, конечно, я вот в это время думал, что, наверное, такой грешный человек, как я, наверное, недостоин попасть на Валаам. И отец Мефодий, кажется, то же самое про себя думал, что мы такие грешные, что вот, значит, мы дерзнули в такое святое место плыть, и, наверное, мы не доплывем. И мы встали у кромки льда, а до самого берега надо было еще идти по льду. И когда мы вышли на этот вот черный прозрачный лед и попытались по нему идти, то, значит, первое, что произошло, у меня был такой, в те годы, может, вы помните, были такие дипломаты, большой чемоданчик с документами. Очень важный для меня этот чемоданчик пластиковый. И вот тут же, значит, перевернуло ветром и понесло по льду. И слава Богу, что ветер был в сторону берега, а не в море. Отец Мефодий, он понимает важность этого чемоданчика с документами. Он за ним упал. Его тоже понесло. В общем, кое-как мы выбрались, это, конечно, нечто, да, кое-как мы выбрались на Валаам. Они приехали в большой очень шторм, я их привез в Фавфлотский домик, там они поселились. Это самые первые монахи. Ну, а потом они обостраиваться стали там. И я, как начальник пожарной части, в то время 20 с лишним лет проработал на Валааме. Мы с ним очень тесно общались, и он мне в части был и помогал в разных обустройствах там. И всегда, как встретимся, и он представлял: многоуважаемый Сергей Викторович, наш спасатель, начальник пожарной части. Я говорю: батюшка, я спасатель, говорю, а вы наш спаситель. Тогда, в 93-м, на Валааме царила разруха. Десятилетия небрежения превратили остров в умирающую землю. Собор, покрытый сгнившими лесами, как коростой, обшарпанные корпуса,
Отчаявшиеся люди, пьяные голоса и музыка из бараков. Трудников практически не было. Братьям приходилось много работать. В те годы, в начале 90-х, мы все были трудягами. А кто будет там вообще? Эту тачку или ведро кто понесет-то? У нас всего-то было 20 с чем-то человек. Ну, и часть еще и каких-то старых и больных была тоже уже тогда. И поэтому, конечно, мы все делали. Всем братством ехали там сено косить. Разгружали гружу. Я сам мешки таскал. Мы все такие были. Помню, был забавный эпизод. Значит, на небольшом кораблике ходила, значит, группа паломников. Был громкоговоритель, динамика, на палубе. Вот. И экскурсовод, говорил о том, что вот монастырская бухта. А вот видите, вот братья разгружают сено. В светлом подряснике это вот отец игумен. Давайте мы ему поклонимся. Поклонились. Так что этот борт, судя немножко маленький, борт тоже так поклонился. На Валааме был возрожден строгий монашеский устав. Молились по ночам. Тяжело даже для подготовленных служителей. И в этих непростых условиях, в чужой стране, добродушный македонец не только не унывал, но и делился своей радостью с братьей и каждым встречным. И как будто даже солнца в этих северных краях стало чуть больше. Но при этом он очень скучал по своим близким в Македонии, писал письма на родном языке. Только адрес по-русски. У нас сохранилось одно из первых писем. Когда отец Мефодий уехал на Валаам, тогда в обители были непростые условия. Если вы можете найти через отцов в монастыре в Радишине или у кого-то другого попросить, мне нужен ладан, по возможности со Святой горы. И еще нам нужно розовое масло. Прошу вас, я не знаю, сколько это стоит, и можно ли вообще это найти, но посмотрите, что вы могли бы сделать, и есть ли у вас возможность это купить и нам подарить. Послушником Венка пробыл 1,5 года. Служил алтарником, пономарем. Еще не будучи священником, проявлял настоящую пасторскую любовь. Невинные комплименты, без лицемерия и корысти. Дары без всякого повода. Говорил, пусть лучше меня на страшном суде судят за мою любовь, чем за мою недоброту к ближнему. Это, видимо, тот ключик к батюшке Мефодию, который показывает его любовь, что он всех людей ставит выше себя, и вот эта сама любовь тем самым и расцветает. Начиналось это с конфеток. Мы жили с ним по соседству, и у него келья была прямо над Святыми вратами, выходила наружу сюда. И было еще множество местных жителей. И он был, конечно, таким Дедом Морозом. Круглый год у него Новый год. И владыка его немножко, так сказать, строжил, чтобы как бы по-монашески все, чтобы там ничего там не устраивал, там каких-то излишних каких-то мероприятий. И он, значит, чтобы не нарушать послушание владыки, и в то же время и творить то дело, которое сердце его не могло удержать как-то. И он в окошко все время, значит, там открывал форточку, этих все время конфетки, значит, разбрасывал, там детвора, значит, несколько раз в день они подбегали там снежком в окно, значит, что батюшка там, значит, он, собрались. Иеромонах один у нас, он поет в хоре со мной. Он говорит, так я, говорит, как раз такую конфетку один раз и получил, говорит. Потом он семинарию закончил и пришел в наше братство. Одна конфета, протянутая любящей рукой, может изменить судьбу. Детскую бесхитростность души он не растерял и в дальнейшем, когда принял монашеский постриг с именем Мефодий. Это произошло в 1994 году на Рождество Иоанна Предтечи. А через 4 дня, в день преподобных Сергия и Германа, его посвятили в сан иеродиакона. Через 2 года, в этот же день, отец Мефодий был рукоположен патриархом Алексием II в сан иеромонаха. И на протяжении 6 лет батюшка выполнял обязанности ризничего. Он отвечал внутри все, что касалось ризницы в нашем храме. Был в то время уже человек, который, вот действительно говорят, человек от Бога. Я никогда не забуду, надо нам с вами молебен. Художники уже потолок разрисовывают. И мы часто приходили, совершали здесь молебен для того, чтобы это дело двигалось. С каждым раз, после каждого молебна, мы замечали очень большие изменения. Батюшка был очень большим молитвенником. Я его увидела в 96-м году. Меня просто попросили помочь монаху с Валаама в его каких-то делах монастырских. Ну и мы стали с ним ездить, закупать для Валаама всякую утварь, потому что он был ризничий уже. Было очень мало денег, конечно, все было очень скромно. И он был очень скромный, тихий такой монах,
Но вот как бы он отличался такой, как бы такой дотошностью и такой скрупулезностью к этому такому, как мне казалось, элементарному делу, купить какие-то ткани, какие-то лампады. Он выбирал каждую лампадку, он выбирал каждую ниточку. Прошло какое-то время, он поступил в семинарию. Я стала его возить на экзамены. И эти поездки для меня очень запомнились, потому что он, во-первых, конечно, очень боялся экзаменов. И у него была обязательно задача, когда мы едем в Сергиев Посад, обязательно заехать к Кириллу и Марии в Хотьково. Это было вот обязательно. Я говорю, мы опаздываем, батюшка, вы не успеете? Нет, надо к матери и к отцу. Надо к матери и к отцу. И он счастливый вылетал, говорил, 5. И сразу он становился таким легким, веселым. Ну, куда поедем? Давай куда-нибудь попутешествуем. И мы куда-то ехали, он выбирал какой-нибудь красивый пейзаж. Мы садились под какое-нибудь дерево, пили кофе с бутербродами. Очень любил природу, русскую природу. Она ему как-то очень грела душу. Что значит не только подниматься над землей, но и духовно подниматься над всем земным, знает друг отца Мефодия, летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин. Вадим Валерьевич Базыкин – это великий друг Валаама, человек великим сердцем, наш благотворитель, самый любимый человек между монахами, мирскими людьми на Валааме. Мы с 93-го года с ним вместе часто ездили на Иванов хутор, то место, где нам разрешалось разводить костер, говорить по душам, брали с собой там, может, там немножко там когорчика, либо сухого вина. Иногда мне казалось, что я его даже немножко обижал, говоря тем, что ну ты же все равно ведь не поймешь, душа у тебя вот не русская. Он удивительно на это реагировал. Он просто улыбался внутрь себя и больше не произносил ни слова. Это не было обидой. Это было вот величие души. Мне сразу становилось стыдно. Не через какой-то там день-два, а буквально через 5-10 минут. В большинстве случаев я всегда успевал, конечно, просить прощения, извиняться, что, мне кажется, я тебя обидел. Он говорит, да нет, что ты все правду говоришь. Я в нем где-то в 2000-х годах разглядел священника. Для меня это было совершенно новое качество человека. Дело в том, что почему вот большая разница я ощущал между мной и им, да? Поскольку мне казалось, что я прилетал из мира закона и равенства в мир любви и радости. А вот после общения с ним я просто прекрасно понял, что я просто прилетал из мира Каина в мир Авеля. Молитва – это виновница всех дарований человека от Бога. Прошу вас, когда будете летать, обязательно молиться. А ведь поначалу люди с большим трудом понимали его проповеди на ломаном русском. И песни от небесных птиц нам приходится, хотя и невольно, хотя и радостно, вновь переиспытывать. Но от батюшки исходила такая благодать, что достаточно было просто смотреть и слушать ласковый голос. Отец Азарий приехал на Валаам паломником в 95-м году и принял решение подвязаться в обители после того, как сблизился с иеродиаконом Мефодием. Теперь занимается пчеловодством, которое организовалось на острове с легкой руки батюшки. Батюшка всячески поддерживал пчеловодство и помогал и морально, и материально. Даже помню, когда я поехал покупать улья, батюшка там дал средства непосредственно на закупку этих ульев. И потом, когда они разговаривали с игуменом, он говорит, владыке, говорит, отец Азарий поехал покупать улики. Что поехал покупать? Улитки. Он говорит, улитки поехал покупать. Говорит, какие улитки? Ну, улитки. Да пчели. Мы смеялись так над батюшкой. Я, конечно, всегда над батюшкой так подтрунивал немножко. Он, когда гостей провожал, всегда говорит, плохие остаются, а хорошие уезжают. И он говорит, не уезжают, а отплевают. Я говорю, батюшка, что делают? Он говорит, отплевают. У него был такой специфический македонский акцент. Он не выговаривал букву «и». Для них это тяжело было, ну, как и для всех балканских народов. Они говорили все «и». Ну, русский язык и он очень хорошо знал. Тонкости русского языка он очень хорошо понимал. Познакомились мы с ним совершенно случайно у тяжело больной женщины. У ней трехножник, она двигается по квартире. Она говорит, я жду своего батюшку. А мне было срочно на работу. Мы же прождали 1,5 часа, вдруг звонок, и входит батюшка. Вот первое мое
Входит он, его не видно с большим кустом белых лилий. Высокий, красивый, но ни единой сединки, как теперь мы видим. Мы стали разговаривать с ним, а он говорит: а Библию не читаешь? Я говорю: как все образованные? Читала. Я говорю: а почему вы спрашиваете? А помнишь, Марфа, Марфа, ты думаешь о земном, а Мария о духовном? И вот он меня так рассмешил. Я сама очень люблю поэзию. Я ему рассказывала про Пушкина. Еще я пела романсы. Уже потом стал очень хорошо, быстро освоил русский язык, грамотно говорил. Большой запас был слов. Это вообще редко. Потом я ему читала не только Пушкина, я ему читала стихи Блока. Ему очень понравилось такое стихотворение. «Жизнь без начала и конца, нас всех постерегает случай. Над нами сумрак неминучий или святость Божьего лица». В общем, батюшка со мной говорил о литературе. И я счастлива, что я сподобилась вот приобщиться к этому святому роднику. Россия – это совесть всего человечества. Россия называется «Слеза Господня». Россия – это сокровищница истинного православия и веры в Бога. Россия – это защитница всех маленьких народов, которые искренне любят нашего прелюбимейшего Господа Иисуса Христа. Он стал замечательным проповедником. И русский язык не только изучил, но и обогатил. Даже Даль не знал всех этих эпитетов и превосходных степеней, которые изобрел отец Мефодий для выражения своих чувств. Батюшка, называя Господа наилюбимейшим, наисладчайшим, наипрекраснейшим. То есть тем самым он хотел выразить свою любовь к Господу. Кстати, он не только к Господу, он и к людям также обращался. Он каждого гостя так называл. У нас был случай, когда звонит один гость и говорит: вы меня помните? Мы говорим: нет, не помним искренне. Он говорит: ну как же? Он же меня назвал наилюбимейшим. То есть каждый человек считал, что батюшка именно только к нему обращается с такими словами. Мы сказали: ну, конечно, если наилюбимейшим, конечно, помню. Нашим глубоко уважаемым, наилюбимейшим, наисладчайшим, наипрекраснейшим. В воспоминаниях о праведниках часто встречаются слова: «Он меня любил, казалось, больше всех». С отцом Мефодием такая же история. Каждый приезжающий думал, что именно его он больше всех ждал. Каждый ощущал себя особенным, важным, достойным любви. А для некоторых духовных чад встречи с батюшкой начинались с маленького чуда. Познакомилась я с ним на подворье монастыря в Питере. Просто подошла на исповедь, он понял, что я студентка, и сказал: вы ко мне завтра после литургии подойдите, вы меня найдите. И я так удивилась, не знаю. Ну, в общем, подошла к нему. И была такая проблема: зима в Питере холодная, я к ней не привыкла. Там, где я жила, теплее. И мне нужны были ботинки, просто ботинки. И после литургии я к нему подошла. Он сказал: вам будет нужно, возьмите. Говорю. Батюшка дает мне $100, и мне этих денег хватает аккуратно вот на ботинки. Батюшка дал мне свой телефон и сказал: обязательно приезжайте к нам на Вылам. У нас такая радостная Пасха. Приехала буквально на недельку или на 2, без вещей, а осталась на все лето. Работала у него в Ризнице. А когда в 2000 году батюшку назначили ответственным за прием гостей обители, Екатерина начала работать в гостинице. Поначалу была только старая, деревянная. Отец Мефодий как мог пытался украсить скудный быт. Показывал, как важно давать самое лучшее, заботиться о людях, кем бы они ни были. Я помню, что мучилась с рабочими. У меня были такие 2 дяденьки, которые все время улыбались с вредными привычками. Мы с ними вешали полки для икон. Они все делали криво. Очень криво делали. Я с ними ругалась, в общем, мучилась. И этим рабочим батюшка благословлял раздавать. Покупали в магазинах коробки мороженого, стаканчики и раздавали. И когда раздавали, эти рабочие менялись в лице. Кажется, да, вот зачем этим дядькам там мороженое? Разве им это их утешит? А они становились как дети, как маленькие дети. Улыбались и менялись в лице, получив свой стаканчик. Был случай, еще приезжала группа, и батюшка благословил раздать хлеб. У нас такая кладовка была, там какие-то были припасы, и был вот хлеб. А больше тут нечего было раздать. И когда давали мужчине буханку, там 1, 2, 3, он начал плакать почему-то. Не знаю. Хотя и время вроде не голодное, но вот его это так тронуло, и нам запомнилось это. Была такая история. 10 часов вечера на этом причале
Вот. Моя работа закончилась на этот день. Вдруг в этот такой тишь, штиль, монастырская бухта, врывается скоростной катер и начинает по монастырской бухте накручивать круги, что категорически воспрещается. Наделал такие волны, что все катера, которые в эллингах стоят, стали биться бортами друг от друга. Прибежал наш охранник и говорит, когда они стали причаливать сюда, эти ребята, что, вы знаете, вот так нельзя себя вести. А парень был настолько агрессивный, водитель этой лодки. Не буду говорить то, что говорил он, но это было очень-очень прям вот поносно. Про Валаамский монастырь, про устройство, про Владожское озеро. Буквально про все. Вдруг появляется батюшка. И вот он выходит, улыбается, обнимает этого брата, который только что выходил на тропу войны, и говорит: «Здравствуйте!» Дарит ему четки, дает ему визитку. «Вы, наверное, кушать хотите?» И начинает его обнимать. «Давайте к нам пойдемте, мы вам сейчас выделим номер гостиничный. Завтра придете на завтрак и поедете на экскурсию». Батюшка всех расцеловал, ушел. Те ребята долго очень извинялись. Они немножко вдохнули любви правильной. И после вот этой встречи с батюшкой они, конечно, уже уехали совсем обновленными людьми отсюда. Обустраивая быт паломников, отец Мефодий сразу решил, что никакой таксы за гостиницу не будет. Кто может пожертвовать, пускай жертвует. Кто не может, пусть так живет, невзирая на чины. 20 людям нечем заплатить, но придет 21-й и заплатит за всех. Так и вышло. Именно батюшка завел традицию встречать паломников у входа и обязательно угощать. Стол в Архандарике, в комнате для приема гостей, был накрыт всегда. Мы знаем, что центр вообще церковной, христианской, православной жизни — это божественная литургия. В центре храма находится престол, в центре престола Евангелие, и там чаша жизни, святое причащение, Евхаристия божественная совершается. Исторически эти службы божественной литургии назывались агапы. В переводе с греческого «агапия» — это любовь. И вот эти образы еще ветхозаветные, эти притчи евангельские, которые Христос часто приводил в символ такого Царствия Небесного, Царствия Божия, это какой-то большой стол. И вот эти застолья — это, наверное, одно из служений таких отца Мефодия, тяжелейших служений. У него огромный процент этих застольев, они говорят: «Батюшка, мы бы хотели бы исповедоваться вам». Я никогда в жизни не исповедовался еще, но вам бы я хотел бы все рассказать о своей жизни. И начиналась эта исповедь там, в Архандарике. То есть он фактически уже там за столом, как вот у первых христиан, это начиналась литургия. Это исповедь души фактически такая. Люди вот едят вместе, вот преломляют хлеб, и в этом какая-то есть сакральная вещь. И он это очень хорошо понимал. Почему как бы вот он всегда собирал людей вокруг трапезы. Потому что как-то вот люди как бы открывались в этот момент. И собиралось очень много людей, все приплывали, приезжали из Москвы, из Питера, громадные компании какие-то собирались. И я помню, как-то я приехала, и вдруг человек 10 из группы «Альфа» приехало. У них кто-то погиб, и они к отцу Мефодию приехали, чтобы отслужить панихиду. Я таких мужчин никогда не видела. Они все громадные, необыкновенно красивые. И вот мы молились, и, конечно, и на службе они стояли, и за этого убиенного тоже молились. Кто только к нему не приезжал. Феноменальная память позволяла отцу Мефодию мгновенно запоминать имя, отчество и фамилию каждого из гостей, уделить внимание, поинтересоваться здоровьем близких, дать возможность сказать тост. Но основное место за его столом всегда отводилось Богу. Батюшка излагал евангельские истины самыми простыми словами, поскольку часто доводилось говорить с людьми, совершенно далекими от христианского духа. Мы встречали одного человека, нельзя говорить, что это за человек был, какая фамилия. Он был активным таким атеистом, и даже за столом при общении он говорил, что я в Бога не верю. Я думаю, ну куда ты приехал, если ты приехал в православный монастырь и говоришь такие вещи во всеуслышание. После всей трапезы мы стали выходить, и появился отец Мефодий. Появился, знакомиться, все, я говорю, вот это тот товарищ. Он говорит, а можно пройти со мной в кабинет? 5 минут, 10 минут, 15, 20 нету. Мне уже говорят, иди спасай батюшку или генерала. Стучу и говорю, Господи, помилуй. И открываю дверь, и вдруг смотрю, генерал исповедуется батюшке. Стоит на коленях и исповедуется. Эти знаменитые трапезы становились настоящим продолжением службы. И люди потом стояли в храме по несколько часов, как вкопанные.
Иногда одна делегация сменялась другой, и обеды в Архандарике происходили буквально в несколько смен. И все равно каждый пришедший уходил от батюшки Мефодия немного другим. Батюшка, сидя за столом, он всегда чувствовал аудиторию, настроение. Вот он, если видел, люди не готовы, он спрашивал даже, вам что рассказать? Анекдот, либо духовное наставление. Некоторые говорят, батюшка, анекдот. Спустя какое-то время он опять спрашивает, ну, может быть, вам духовное наставление? Они, да, батюшка. И вот тогда он уже видел, что люди готовы к восприятию духовного. Он начинал им проповедовать. Из Евангелия, о Христе говорил. И так вот потихоньку, маленькими шажками батюшка приводил людей к Богу. Так произошло с самой монахиней Гаврилой. Она впервые приехала в Валаамскую обитель маловоцерковленным человеком, а через несколько лет стала служить Господу. Стала помощницей батюшки, который когда-то встретил ее у ворот храма. Благословите, позволите от лица нашего владыки епископа Панкратия, от лица всей братьев нашей обители, приветствовать вас на Валаамскую землю. Добро пожаловать. Пусть Господь благословит вас. И когда он к нам пришел поприветствовать и своим таким нежным, ласковым голосом с акцентом сказал, что «Дорогие паломники, вы приехали в Валаамскую обитель, преодолев такие большие расстояния. Братья монастыря так благодарны вам, что у меня что-то внутри перевернулось, потекли слезы. Я сначала не понимала, что это такое, и потом уже впоследствии батюшка мне объяснил, что это посетила благодать Божия». Патриарх Алексий много раз нам, священникам, на епархиальных собраниях говорил о том, что очень важно, кто встречает людей в храме. Самое важное – это тот, кто сидит за свечным ящичком. И вот человеку свечку дает, и тот, кто впервые попадает в храм, он вот этого человека видит. И какой это будет этот человек, вот такое будет у человека и отношение к храму. И для меня отец Мефодий, он как раз был тем человеком, с которого начался Валаам. Впервые я его увидел, когда мы с святейшим патриархом приезжали на визит патриарший на Валаам. Я исполнял обязанности патриаршего фотографа и увидел, какой странный, ну как-то уж даже очень эмоционально любящий патриарха монах. Мы вот люди такие хмурые, северные. Что-то здесь было для меня немножечко такое, даже, не то чтобы наигранное, но какое-то, слишком уж яркое. Потом, при ближайшем знакомстве, оказалось, что отец Мефодий, он весь вот в этой любви, гостеприимстве просто живет. Я понимаю, что его невозможно повторить. Вот как любого юродивого, его невозможно повторить. Вот если бы кто-то захотел стать таким же, как отец Мефодий, просто повторяя то, что он делал, у него не получится. Потому что у него был подлинный дар. Вот наибольшая заповедь, которой христианство отличается от всех других религий, является заповедь о любви к Богу и к людям. И когда люди знакомятся с этой заповедью, те, которые сознательно воспринимают Слово Божие, нередко задаются вопросом о том, а как же можно любить вообще незнакомого человека? И что такое любовь к ближнему? Вот отец Мефодий был живым примером того, как можно любить ближнего, знакомого и незнакомого. Вот эта любовь была, самой характерной чертой этого человека. Он всегда был расположен к людям. Я никогда не видел его сердитым, на кого-то озлобленным тем более. Он источал любовь, мир и некий покой. Отец Мефодий, будучи македонцем, посетив Россию, посетив Троице-Сергиевую лавру, навсегда прилепился душой к России. И его невозможно было отличить от русского человека. В каком-то смысле он действительно отображал в себе лучшие черты и нашего народа. Его влияние на людей было очень и очень значительным. Он был самым добрым, самым отзывчивым и самым любвеобильным. И люди все это чувствовали своими сердцами и отвечали отцу Мефодию своей любовью. Вот и я, встретившись с отцом Мефодием, как-то сразу принял его в свое сердце. С ним было всегда очень легко и просто общаться. Он был почтительным и одновременно очень простым, доброжелательным человеком.
И, конечно, вся его жизнь была посвящена Господу. Без всякого остатка. Когда без малого 30 лет назад отец Мефодий и владыка Панкратий высадились на Валааме, надежд и дерзновений было много, но никто не мог представить себе, как все будет. Глядя сегодня на это великолепие, трудно осознать, какой грандиозный путь был проделан к возрождению обители за последние десятилетия. Мы намерены и в будущем восстанавливать все наши древние святыни, как источники духовности нашего народа. Будем строить новые храмы. Когда снимались эти кадры, мало кому верилось, что такие обещания можно исполнить. Здесь было 6 монахов, сейчас более 200. Достаточно посмотреть фотографии, картинки этого времени. Здесь была полная разруха. Из руин подняли. Просто полная, абсолютная разруха. А теперь, видите, это то, чем может гордиться не только церковь, но и страна в целом. Мы возродили храмы, монастыри, небольшие церквушки на островах. А некогда пустынный остров Светлый стал обитаемым и расцвел с помощью отца Мефодия. Павлины, голуби – это все благодаря ему. И желание осветить пространство устремлялось далеко за пределы Валаама, страны и даже планеты. На протяжении нескольких лет в келье батюшки находился образ Валаамской иконы Божьей Матери. В 2005 году появилась идея отправить его на орбиту. Отец Мефодий понял, это будет не что иное, как крестный ход вокруг Земли. Первый в истории Русской Православной Церкви. С Валаама раздается звонок моего друга Сергея. И он говорит, слушай, Олег, я здесь с отцом Мефодием. И вот здесь мы обсуждаем, а нельзя ли отправить иконку в космос? Вот, как раз Сережа Крикалев летает. И он дает отцу Мефодию трубку. Я говорю, в принципе, это возможно. Я говорю, только единственное, что она должна быть небольшая, на картонке. И мы поехали на Валаам. Но я смотрю, время, уже скоро корабль будет уходить. Я говорю, отец Мефодий, неси иконку-то, неси. Сидим, ждем. И вдруг отец Мефодий выходит, вместо маленькой картонной иконки выносит писанную на доске икону большого размера. Конечно, у нас вытягиваются у всех подбородки, но здесь нужно сказать, что Александр Павлович принимает свое решение, говорит, ладно, нет, возьмем. И вот эта идея посещения космического пространства списком Валаамской иконы Божией Матери ему очень хотелось осуществить. И мы пошли навстречу. Конечно же, были трудности с руководством. Это груз, который, он неформальный. Очень важно понимать, что Валаамская Божья Матерь стоит на страже этого мира духовного и физического, вселенского. Поэтому нам очень важно было поучаствовать в этом деле. И я приложил все, что от меня зависело, усилия для того, чтобы написать такую бумагу, в которой бы все это руководство поняло, и пройти все нужные контрольные испытания этой иконы. И на грузовом корабле «Прогресс» Валаамская икона Божьей Матери отправилась на орбитальную станцию, где уже несколько месяцев находился экипаж российских космонавтов. Честно говоря, для меня это было сюрпризом. Когда прилетел грузовик, а когда мы его начали разгружать, я ожидал, что это будет какая-то репродукция небольшая. Это оказалась настоящая икона на деревянной доске. Еще большим сюрпризом для меня было то, что попросили эту икону вернуть назад. Место ограничено, какого-то там специального крепежа у этой иконы не было. Пришлось по ходу дела думать, как ее вернуть назад. Но, в общем, икона прилетела, мы сняли красивые кадры, как икона на фоне Земли, икона внутри станции. И уже с отцом Мефодием я познакомился, когда мы вместе с Александровым приезжали на Валаам для того, чтобы вернуть икону обратно к тому месту, которому она принадлежит. Я, поскольку перед этой иконой молился, я знаю, что она преобразилась. Она стала более яркая, оранжевая. Я не знаю, это радиация так воздействовала или все-таки божественная благодать, которая пребывает, несомненно, в этом образе. Больше месяца икона совершала облет нашей планеты, общего дома, общего храма. Возвращение на Валаам этого списка, сохранившегося на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, стало для монахов чудом. Отец Мефодий верил, что в обитель вернутся и другие утраченные святыни. Именно для этого дайверы год за годом обследуют монастырскую бухту. Ищут колокола, которые были потеряны в феврале-марте 40-го года. Тогда имущество машинами увозили в Финляндию, и колокола с Никольского скита сняли.
их не успели погрузить, колонна ушла, колокола остались на льду. Есть версия, что колокола остались лежать на дне. В прошлом году, обследуя в очередной раз Монастырскую бухту вблизи Никольского скита и вынырнув как раз около острова Светлое, на том месте, на котором стою я, стоял отец Мефодий. Я представился, сказал, что по благословению владыки мы занимаемся поисками колоколов. Батюшка очень обрадовался, обратился ко мне со словами: «Наилюбимейший Сергей Александрович, не могли бы вы помочь нам починить трубу?» Водолазы дайвера клуба починили ее, поставили на нее хомут, вода снова поступила на остров. Ну и дальше история, которую уже я, наверное, не первый рассказываю. Я узнал о том, что в записной телефонной книге батюшки было более 5000 контактов. И батюшка поздравлял каждого с днем рождения. Мне посчастливилось быть в его телефонной книге. Он благословлял нас на экспедиции дальнейшие. Мы с ним списывались, созванивались. Но я не священник, но мне удалось одного человека сделать ему, скажем так, совет, назидание. Такой случай уже из жизни. Один из депутатов пообещал мне в момент выборов дать саженцы, которые мы сажаем около своего дома, где я живу. Но после как выборы закончились, его обещание было забыто. И потом я позвонил ему, спросил, где саженцы. Он сказал: ну вот, я забыл, извини, много дел. Я говорю, у меня был священник, друг, знакомый мой, близкий, которого не забывал 5000 человек поздравлять с днем рождения. И это вот назидание, это помогло, и саженцы я, собственно, получил. Совершенно какое-то удивительное чувство, когда каждый день рождения, кто бы у меня ни рождался, отец Мефодий звонил, я говорил: батюшка Сергей Александрович, поздравляю вас с днем рождения матушки. Сейчас я очень скучаю, честно сказать, без этих звонков. Потому что он меня настолько приучил в течение 15-18 лет, что он каждый день рождения мне звонит, у жены моей дни рождения, у дочерей и так далее. Он такой, кроме всего прочего, с хорошим чувством юмора. Это бывает довольно редко среди служителей. Впоследствии я стал президентом «Зенита». И так как Мефодий был яростным болельщиком, то всегда мы с ним созванивались. И он всегда молился за нашу победу. Потом я стал президентом Российского футбольного союза. И тут у нас еще больше укрепились наши связи. Когда мы играли в отборочном турнире Евро-12, Мефодий, мы с ним очень серьезные переговоры проводили до матча, потом отчет после матча. И, как я помню, 9 октября 2011 года мы играли с Ирландией и бурно обсуждали успех, который у нас там был. И 10 числа он мне позвонил и сказал: к сожалению, не смогу я за вас молиться до следующего матча, потому что вы играете с Македонией. Мефодий был очень человечный. Он какое-то особое место занимал, по крайней мере, в моем мироощущении. Я участвовал в одном телевизионном проекте в Южной Африке, где условия для жизни были, скажем так, первобытные. И вернувшись, хотя я делал все прививки, у меня поднялась температура, не могли поставить никакой диагноз. Меня тут же отвезли в специальный бокс в больницу. И все боялись, что у меня какая-то африканская чума. И температура никак не проходила, никакие капельницы не помогали. Меня увезли прямо с работы, я помню, в эту клинику. Уже отчаявшись, я позвонил Мефодию и говорю: батюшка, вы можете молиться, потому что я понимаю, что другого уже ничего не остается. Правда, была такая ситуация между жизнью и смертью. И он говорит: конечно, конечно. И вот так он обращался всегда, там, наилюбимейший, несравненнейший. Ну, такие какие-то эпитеты он подбирал, что уже одно это повышало настроение. Конечно, конечно, мы будем все делать. Где вы лежите? И вдруг на пороге моего бокса, куда врачи-то не входили, а передавали еду через специальное отверстие, и заходили люди в специальных костюмах, появляется батюшка Мефодий, соборует. Я говорю: вы что, тут никто не знает, что будет, и все. Он говорит: а для чего священник, если не спасать таких, как вы? И все, и соборовал, и через 2 дня температура ушла, все успокоилось, как будто бы ничего и не было. Такие удивительные истории об отце Мефодии рассказывают часто, как что-то само собой разумеющееся. Он обладал даром проницательности, который всегда обращал на пользу своим духовным детям. Да, кто-то называл это чудом, но для самого батюшки это было чем-то естественным. Просто Господь слышит. В 2006 году батюшка сказал, что я его духовное чадо, хотя назвал меня тогда очень
интересно, смешно, радостно. Он же любил шутить. Он сказал: «Вы мое чадо». Потом такой сделал паузу: «Вы мое чудо». И тогда он мне подарил, взял со своей полочки, наверное, многие были в кабинете у батюшки, там необыкновенно красиво. Я очень хорошо помню вот этот крестик, он лежал на самой верхней полочке перед иконочками. Батюшка очень медленно, спокойненько взял этот крестик, благословил меня этим крестиком, подарил мне его. Он не объяснял ничего. Но вот спустя время я понимала, что батюшка мне благословил на свой, какой-то свой жизненный путь. Потом оказалось, что путь веры – помогать рождению новых жизней. Очень тяжелый крест. Но батюшка его облегчал. Просила я его молитву за исправление акушерской ситуации. Поступила женщина с поперечным положением плода. Предстояло кесарево сечение, которое могло бы осложниться и разрывом матки, и плюс травматизацией плода, учитывая вот такое вот расположение его. И во время операции случилось чудо. Это чудо я узнала тогда, когда мы уже вошли в живот, и оказалось, что ребенок лежит правильно, он лежит продольно, как положено, головкой вниз. И операция произошла просто блестяще, с минимальной кровопотерей, совершенно без всякого осложнения. Но здесь я, конечно, батюшке написала целое письмо, я ему описала даже эту ситуацию и сказала: батюшка, ну просто это чудо, потому что в 40 недель ребенок повернуться не может. Он верил в то, что произойдет чудо. Вообще вся жизнь его – это чудо. Он жил Богом, и он сам по себе, вот уже под конец, он действительно творил чудеса. Он отмаливал людей, вставал и молился за них. Я был свидетелем несколько случаев, когда он там: отец Парфений, там возьми у матушки Гавриилы, там я тебе передал подарочек. Прихожу, конверт. Я никому не озвучивал, что мне нужно, на какие цели нужно, вот, и какая сумма. Там лежало столько, сколько мне нужно. И какие-то вещи он тоже такие вот говорил: делай, 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 у тебя все получится. И вот эта вот какая-то его уверенность, она тоже мне передавалась. Я шел делать, действительно получалось. Вот у него было определенное дерзновение пред Богом, перед Божьей Матерью. Я вот всегда удивлялся его такой прозорливости, специфического назначения. Вот он, например, мог сказать: рассказов: у вас как-то моторы неправильно работают. Я точно знал, что завтра что-то произойдет. Это был первый сигнал. Он всегда угадывал, когда бывала поломка. Один наш вот такой лодочник первый раз поехал в Приозерск в тумане без навигации. Как он это сделал, я не знаю. Батюшка благословил. Для меня это была просто фантастическая история. Потому что в туман пойти, это все. Ты не доедешь до точки назад. Тем более 60 километров, расстояние приличное. Солнца нет, ориентиров никаких. Добрался туда и обратно. И это было, конечно, вот знамение, что по благословению отца Мефодия можно было все делать. Я в 2006 году попал в аварию, когда я валялся на дороге, истекая кровью. Я вдруг все прекрасно понял вот в одну секунду, что я сейчас должен предстать перед Господом Богом. И вот это движение души вдруг сразу заставило меня набрать отца Мефодия. Я позвонил ему и сказал: батюшка, я умираю. Я говорю: я попал в аварию, из которой мне не выйти живым. У меня порвана артерия на шее, у меня 2 открытых перелома, и вообще ноги у меня там в другую сторону смотрят. Я его попросил пособоровать меня. Он говорит: не о том ты говоришь, где ты находишься? Я говорю: батюшка, бесполезно, пожалуйста, где ты находишься? Я ему сказал: Приозерское шоссе, такой-то километр. Через 7 минут у меня уже была машина, меня отвезли в больницу. Доктор сказал, что жить теперь ты будешь, ноги навряд ли я смогу твои починить без ампутации, потому что у тебя слишком серьезно. Вот. Давай-ка, наверное, мы тебя отправим в Санкт-Петербург. Меня отправили в Питер. Батюшка приехал на следующий день в реанимацию. Девочки, которые меня обслуживали в реанимации, они сказали, что ну ведь это нельзя делать. Он говорит: по любви можно, пожалуйста. Соборовал меня, службу послужили. Я через 2 года выправился. Тогда, в 2008-м, отец Мефодий был возведен в сан игумена. И вместе они сумели многое сделать для воскресной школы. Устраивали праздники для детворы. Больше всего, конечно, нравилось наше путешествие по острову, когда мы ходили с батюшкой, с детьми гулять
просто. Особенно зимой, конечно, когда нет народу и такой красивый белый снег. И когда мы возвращались, также был Архандарик, где мы пили чай с вареньем, и он рассказывал очень много о монастырях. Очень разновозрастные дети с удовольствием слушали его рассказы. У него был удивительный голос. Причем он говорил всегда очень тихо, и поэтому надо было прислушиваться. Мы могли сидеть там прям часами и разговаривать. Мы образовали театр даже. Это был рождественский спектакль. Позвонили с Архандарика и говорят: да, батюшка придет на концерт. Мы говорим: о, здорово. Пришел батюшка с гостями, и он тогда первый раз играл на гитаре и пел. И он замечательно пел. Он прекрасный гитарист, прекрасно играет на гитаре, прекрасно поет. Первые годы он не пел, потому что у него не было благословения духовника петь. А вот последние годы он даже не только при нас, но и при братьях, когда собирались во время пандемии братья на Светлом острове, чему все были очень рады, пообщаться с батюшкой. Он пел песни македонские, русские. Очень любил песню из фильма «Белорусский вокзал», наш 10-й батальон. Также любил песни «Подмосковные вечера», ну и многие другие песни. То есть он был чисто русским человеком, в нашем понимании. Батюшка и сам писал фантастические по красоте песни о Валаамской иконе Божьей Матери, о Сергии и Германе преподобных. Вот она, послушайте. Радуйтеся, Сергие и Германе, крепости нашей утверждение. Один из приездов на Валаам, он предложил разделить трапезу. Ну и где-то вот в разгаре трапезы мы попробовали с ним друг другу показать, что каждый из нас умеет. Он на 6 струнах, а я на 7 струнах. Он пел что-то из русских песен. Он во всем был талантливым человеком. И то, как он поет, то, как он предлагает тосты в честь своих гостей, все это выдает в нем очень, очень широкую натуру, щедрую натуру. И таким мы его навсегда запомним. Это невозможно сыграть. Сейчас очень многие политические, религиозные деятели действуют так, по каким-то сценариям, написанным кем-то для них, и, как правило, сценариям, которые не делают чести отношениям между церковью и государством. Но у отца Мефодия все было от души, все было искренне. Мы с ним подружились тогда, когда для македонцев, как и для черногорцев, собственно говоря, русские православные братья были друзьями, которые приходили на выручку в самые тяжелые времена, которые защищали православие на Балканах, и вообще и в целом христианство на Балканах. И тогда это было абсолютно естественно. Он очень сильно переживал по поводу тех перемен, которые произошли в Македонии, ставшей Северной Македонией, ради того, чтобы вступить в Евросоюз, куда ее не приняли и не скоро примут, если вообще этот вопрос решится. А вместо этого втянули ее в НАТО. По сути дела, стали разогревать русофобские настроения, агрессивную политику по отношению к Российской Федерации. Я был и в Скопье, и в Охриде. Я видел, как в Македонии относятся к нашей общей истории, к нашей общей религии. И сейчас разительные перемены между тем, что чувствуют македонцы по отношению к России, и то, что заставляют делать их политиков. Он был символом единства православных народов, символом единства славянских народов. Он был великий человек. Феномен батюшки нашего в том, что его абсолютно южнославянская, балканская душа, она дала какие-то потрясающие всходы на нашем Святом Севере. Вот не на южном, а на северном Афоне. Он просто дал, такие плоды добра. И мы вкушали, и становились на чуточку похожими на него. А так как он очень был похож на Господа нашего Иисуса, то и мы через него, наверное, тоже делали шаг к совершенству. Маленькие шаги, кто насколько способен, но все благодаря ему. Мне кажется, он был горд служить Богу именно на территории России. Всякий тост батюшки, он был проникновенный, когда он говорил.
России. Он называл ее защитницей. И ему было, мне кажется, приятно всякий раз повторять слово «Россия, матушка, Россия, защитница». Он как раз ощутил эту защиту нашей страны, за что и был благодарен. Да не только за это, за многое. А мы попросим царя Бога света, наиплачем, наивеличающим, наиведимейшим, наинепобедимейшим, защитником маленьких народов, русскому народу! Многое лето! Отец Мефодий, еще когда жил в Македонии, всегда проявлял огромную любовь и почтение к нашим соседям, семье, к пожилым людям. Он всегда их приветствовал, целуя им руку. Этот обычай он усвоил от нашей бабушки и дедушки Кирилла. Они с детства учили нас обнимать людей и целовать им руку, а им это оставили еще их родители. Родители отца Мефодия приезжали в Валаамскую обитель. Он тоже навещал их в Македонии. 18 сентября 2015 года у батюшки случилось огромное горе. Умерла его любимая мама. Батюшка предложил, говорит, если вы сможете меня сопроводить в Македонию, я буду очень вам благодарен. Я говорю, конечно, батюшка. У нас была пересадка в Риме, а в Риме, значит, у нас самолет или отменили его, или он ушел там, в общем, по каким-то причинам мы не могли улететь. Поэтому нам надо было задержаться на целые сутки в Риме. Батюшка очень переживал, и он даже хотел попросить там, чтобы начали отпевать без него священники. Мы тогда батюшку отговорили, говорю, батюшка, вы если сейчас на это согласитесь, то будете жалеть до конца дней своих. Мы переночевали, ночь, конечно, была бессонная. У него слезы на глазах, я понимаю, мама его очень любила. Он маму очень просто любил. Вы знаете, дай Бог, чтобы все мы такой имели любовь. Он любил ее как Божью Матерь. То есть мать, которая дала все деньги на него, все время, она все помогала ему во всем. И вы знаете чудо, нашелся самолет, который нас повез. Когда мы летели, мы начали отпевание, что называется, в полете. Отпевали усопшую маму в полете. Мы после мамы еще 40 дней приходили к нему, и каждый день служили панихиду. Мы станем молча на коленочки, батюшка достанет матушкину фотографию, и мы служим панихиду. Его часто видели молящимся на коленях. И часто эта молитва рождала слезы. 28 августа 2019 года в Успенском соборе Кремля игумен Мефодий был возведен патриархом в сан архимандрита. Но сам он абсолютно искренне считал себя величайшим грешником. И уж тем более никогда не претендовал на образ старца. У него была колоссальная интуиция. Он мог идти по улице, вот он идет обедать, да, и вот он видит, стоят люди, незнакомые совершенно люди. Он говорит, что вы стоите, вы откуда? Пойдемте обедать со мной. И эти люди, опять же, вскоре становились друзьями Валаама. Вот, кто-то помогал там книгами своими, кто-то помогал своими средствами, кто-то помогал вещами там, или какими-то транспортными средствами, вот, дарили, картины дарили. Художник Страхов, который много лет приезжал каждое лето, писал свои картины. Батюшка иногда даже говорил, давайте помолимся. Вот ты пойдешь сейчас на чудо, мы с тобой помолимся, и тебе будет работать лучше. И он вот таким образом как-то меня вдохновлял, настраивал. Потом шло время, очень много было сделано на Валааме, возродились храмы, скиты, стала совсем другая жизнь. И батюшка стал все больше уходить в затвор. Иногда появлялся среди гостей также шутил, бывал с ними, но все больше уходил в затвор. И вот, глядя на его последние фотографии, снимки, я заметил, что он стал похож на тех старцев, которые были в Оптиной пустыне. У батюшки выражение лица стало и взгляд в глубину своей души как бы. Такой взгляд вот я видел в картинах Сурикова, его героев перед смертной казнью, вот стрельцы. Они как бы смотрели в глубину своей души. У меня вообще такое ощущение, что за те годы, когда я его знал, краски его лица уходили на Валаам. А он забирал краски Валаама в виде снега и скал и потихоньку становился белым. Он много болел, но к своим недугам отец Мефодий относился по-монашески просто, стараясь лишний раз не тревожить братью жалобами. Молитва и причастие служили ему главным лечением. Несмотря на свой уже букет болезней, он после последней Пасхи своей
в этой жизни служил всю Светлую Седмицу. Остаться на этой высоте, этой светлой, чистой такой радости, победы любви Божией над всякой смертью, над грехом, мало кому удается. Уже на второй, на третий день мы сдуваемся, так служить просто каждый день эту литургию, и при этом не на показ, а по-настоящему радоваться. Тут действительно надо что-то иметь в своем сердце. Когда не ради галочки ты исповедуешь, что воистину Христос воскресе. Вот отец Мефодий — пасхальный батюшка. То есть этот дух вот этой Пасхи, он был не только на Светлой Седмице, а вообще в течение года. И вот этот пасхальный батюшка наш, он действительно был на своем кресте, не сходил с той высоты, которую он сам себе поставил. У него было 2 операции. Он лежал в больнице. Я к нему приезжала в больницу, здесь, в Москве, Пятиградская. Это было всегда очень тяжело. Он очень болезненный был человек. И у него были грыжи, потому что он все время эти тяжести носил. И в Сергиевом Посаде, и в монастыре чего только не таскали они. И он, конечно, свое здоровье надорвал над этой стройкой, над восстановлением всего. И любимая его шутка, что приплыли акулы из Америки, съели его печень. И я говорю, а почему из Америки? Он говорит, ну откуда еще-то злодеям приплывать? Послушание у батюшки было очень тяжелое. Ему было очень тяжело. Я даже предлагала, хотела, чтобы он меня благословил пойти к владыке и поменять ему послушание. На что он мне сказал, ну ты что, с креста не сходят, с креста только снимают. Я сама была свидетельницей многих случаев, когда батюшка после ухода гостей садился в кабинет, склонял голову и говорил, я не знаю, доживу я до утра или не доживу. Он себя действительно как Христос распинал, отдавал себя полностью служению ближнему. И вот когда он был в кабинете, говорил, что я могу до утра не дожить, кто-то вдруг в кабинет стучится. Я говорю, батюшка, пришел там такой-то. И вот он на моих глазах себя мобилизует, то есть это такое вот было преображение. Встает, превозмогая свою немощь, усталость, с улыбкой выходит к гостю, обнимает его, с радостью его встречает. И он сказал, когда я умру, на моем памятнике напишите, что этот монах безмерно любил русский народ. Летом 2021 года самочувствие батюшки было нормальным. Как и положено, в обители регулярно проводились тестирования на коронавирус. Очередной тест показал болезнь. Отец Мефодий много лет подряд провожал гостей со Светлого острова. А в этот день, 3 июля, впервые вышло наоборот. Гости провожали его. Я пришел его сопроводить в катер. Когда батюшка вышел, он спросил, не боитесь ли вы? Я сказал, что мы все переболеем. Это неизбежность для всех. Ну, он так улыбнулся, передал мне сумки. В дальнейшем вернулся в комнату, взял плащ и вышел. И вот мы от его кельи проследовали вот буквально до мостика. Ну, и я его пытался подбадривать. 1000 людей будет молиться за вас, что будет все хорошо. Он это все слушал. И здесь вот мы с ним остановились. Он обернулся и сказал, что, вы знаете, я не вернусь. Ну, это поразило меня. И сказал, что не вернется, и чтобы вот остров оставался в таком же порядке. Как он любил говорить, чтобы мы не завалили дело. Обнимаю вас, дорогой отец Мефодий, помощи Божией, скорейшего выздоровления. Целую вас нежно, 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 нежно. Мы вас все очень любим и нуждаемся в вашем служении. Друзья отца Мефодия решили привезти к нему в больницу старинную чудотворную икону. Ее появлению в палате предшествовала удивительная история. Он один раз мне позвонил и, так сказать, плачет и говорит, я такой грешный, такой грешный. Я говорю, что случилось? Ой, нет, я недостоин этого, ты понимаешь, для меня это тяжело. У меня было явление Божьей Матери. Я говорю, ну и что, так сказать, что она тебе сказала? А она сказала, чтобы я не боялся, она будет со мной. Честно сказать, ну, в этот момент я это воспринял как немножечко болезненные его фантазии. С таким скепсисом. Списал это на какое-то такое болезненное состояние. А потом, через день или через два, вот привезли эту вот чудотворную икону старинную. Там написано «Утоли болезни». И икону прикрепили к стеклу, к окну, чтобы он все время на нее смотрел. А так как ковидные же, они лежат на животе, то он все время смотрел
вот, когда был в сознании, молился, и вот это вот обещание Божьей Матери, что не бойся, я буду всегда с тобой. И там через день эта икона пришла. Ну, это чудо. Это последние слова батюшки, адресованные каждому из нас. Я с вами всех обнимаю, целую, люблю вас безмерно. 22 июля 2021 года закончилась короткая, яркая и совершенно необычная жизнь отца Мефодия. Когда он ушел, мы с кем-то стояли здесь, сортовала, то есть это кто-то наши валамские были, и мы разговаривали о том, что вот, ну как же так, что Бог забирает лучших, Господь, зачем? И мы взрослые рассуждали, и стоял ребенок, и ребенок сказал: что вы не понимаете, все же понятно. Просто на земле сейчас столько несправедливости и столько зла, что Богу нужны помощники. Он выбрал отца Мефодия. Проводить в последний путь своего наилюбимейшего батюшку собрались сотни людей. Духовные дети, братья, друзья. И многие из них приехали прощаться с самым близким для себя человеком, который не только вошел в историю обители, страны, а еще и в сердце каждого, кто его знал. Не знаю, имею ли я право так говорить, но у меня папы не было, поэтому, наверное, имею. Наверное, папа так разговаривает с дочерьми. И вот какой он был на самом деле его глубина, она нас касалась в личных беседах. Когда тишайшим голосом тебе говорят теплые вещи, от которых тебе сразу хочется плакать. Хотя он не говорит ничего особенного, но от любви, от этой благодати хочется согреться, и мы грелись. На его могилу часто приходит кот. Сидит даже в стужу. Почему? Никто не знает. Трогательная, живая душа. Теперь он встречает людей, которые приезжают к отцу Мефодию в гости. Здесь покоится монах, который безмерно любил русский народ. А русский народ полюбил его. И на смерти эта любовь не закончилась. Прежде твоей я спросил, веряя, безмерный воздвигайся, Лазарю, Христе Боже, тем же и мы, яко отрасли победы с нами. Яко ты иси воскресение, живот и покой усопшего раба твоего, преснопамятного архимандрита Мефодия, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, со безначальным твоим Отцем, со пресвятым и благим, и животворящим твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вот, наверное, это и есть жизнь, отмеченная святостью. Несомненно, отец Мефодий такой святой человек, который самые возвышенные христианские идеалы очень просто осуществил в своей жизни. Он сохранится в памяти, я думаю, всей Валамской обители, где проходил значительную часть своего монашеского послушания. И он останется в памяти очень многих людей, с которыми он встречался. И в моей благодарной памяти. Вечная память отцу Мефодию. Человек в земной церкви жив до тех пор, пока жива о нем память. Отец Мефодий будет жить долго, потому что воздвиг огромный памятник. Это воспоминания о нем в русских душах и многочисленных македонских душах. Мы продолжим молиться, но и он продолжит своим боголюбием и человеколюбием заботиться обо всех своих духовных чадах и о всех тех, кто его знал и кто не знал. Вечна ему память. Это особенный человек, избранный Богом, всецело преданный Богу, посвятивший себя Богу. Его любовь, его милость привели многих людей ко Христу. Он был не наемником, но служителем на ниве Господней. А вместе с тем был сильным молитвенником и заступником перед Богом и Матерью Божией за всех людей и благосостояние этого мира. Мы чувствуем, что Он еще больше помогает нам молитвенно и духовно, заступничествуя перед Богом в Царстве Небесном. Все мы понимаем, что мы
жили при объективно святом человеке. И его вот эта безграничная любовь для нас, как певцов хора Варламского монастыря, выразилась в его любимой песне. Если вы не против, мы сейчас напоем с ребятами, и вы все сами поймете. Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь.